Норм. Супер. Так. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Давайте чуть подождем и начнем. Так, салам алейкум из Крыма. Ва алейкум салам, Крым. Держитесь, Айдер, Геремлы, держитесь. Из-за того, что общественное внимание направлено на вас, благодаря этому против вас сейчас используют лайт-версию, да, вас не убивают, а сажают. Мы будем привлекать внимание общественности к вашей проблеме обязательно. Никогда ничего замалчивать не будем. Держитесь, братья. Так, Атаман Империал. Пусть Аллах будет доволен тобой. Авторуб, твоей работой. Больше имана, здоровья твоей семье и тем, которые тебе в помощь, да ускорит Всевышний погибель царька его верного мопса по имени Рамзан Кадыров. Спасибо, брат, спасибо. Амин, амин я могу сказать. Так, Атаман Империал. Автор, в прошлой трансляции ты говорил, всем надо приложить усилия в свержении Путина и его окружения. Каковы будут наши усилия, проконсультируй нам несколько шагов. Ну, в первую очередь, конечно же, это информационное просвещение, в первую очередь. Так как вот этот тиранический бандитский режим, он боится правды, как вампиры боятся света. Надо говорить правду, надо доносить правду, говорить правду, помогать тем, кто говорит правду. И ваша задача, минимальная, которая может быть, распространять правду. Максимально везде, все время заниматься распространением правды. Это будет огромнейшая помощь. Они тратят на это миллиарды, ну их маленькая кучка вот этих журналюк, вот их кураторов, их на самом деле не очень много. Поэтому мы должны, а нас много, да, людей честных, за справедливость, порядочных людей на самом деле больше, чем непорядочных. Тем более больше, чем те, которые занимаются вот этой лживой пропагандистской деятельностью. А нас очень много, и мы должны просто приложить каждое усилие, и мы загасим их миллиарды, которые они тратят, мы загасим просто ютубом, потому что реально сейчас уже никто не смотрит телевизор, уже практически люди перестают смотреть телевизор, это факт. Сейчас все люди, у каждого есть телефон, у каждого есть планшет, как компьютер, все смотрят YouTube, и это очень удобно, ты смотришь, что тебе интересно, ты можешь выбрать между такой точкой зрения, а не одна, которая льется, вот, например, со всех каналов, свободной прессы никакой в России нет, так как у ФСБ, у КГБ принцип, то, что не контролируешь, либо уничтожь, либо возглавь, да, телевидение, оно необходимо, и они его возглавили, да, и управляют, как и религии тоже, все религии, которые имеются в России, которые существуют в России. Так что вот ваша будет сила. И, конечно же, реагировать, да, если там, например, мы будем совершать марш, пеший марш за верховенство права и справедливости, который организовывает Саид Амин Ибрагимов, нужна поддержка. Я об этом потом позже еще подробнее расскажу. Сейчас мы можем потихонечку уже переходить к вашим вопросам. Будут и вопросы, и грузинские вот события, которые вот у меня за спиной, которые происходят. Их мы обсудим. И будем дальше общаться, дальше говорить на разные темы. Так, я с экрана уберу сейчас эти вопросы. Так, уже сколько вы тут. Салам из Махачкалы, Абдулла Раджабов. Ва алейкум салам, Махачкала, Абдулла. Ва алейкум салам, Вежалиев. Название видео ошибка, да? Сейчас глянем. Россия спонсор. Совершенно верно. Ну, сейчас я исправлять не буду, потому что я тут что-нибудь намучу, и у нас пропадет связь. Да, буква Н пропущена. Все правильно, спасибо. Спасибо, что подсказали.
Так, добрый вечер, привет из Литвы. Эмилис Федкукас. Добрый вечер, Эмилис. Приветствую, Литва. Рамазан Ильясович, ассаламу алейкум, алейкум салам. Как вы, братва, говорит нонейм. Как вы, братва? Суицидас карбомбер. Таухид сила кафирка могила иш дуй и кенти. Так, ва алейкум ассалам вежери. Магомадов, про ух что ты не говоришь? Магомедов, а что мне надо говорить про ух? Мне нужно обсуждать границы и вносить раздор между нашими народами. Аух – это исконно чеченская земля. И об этом знают все, и дагестанцы об этом знают, и они это не отрицают. И мы об этом знаем. Сейчас говорить об этом абсолютно не имеет никакого значения, потому что Аух находится в той же оккупационной стране, в которой находится вся остальная Ичкерия. И смысл об этом говорить, да, это нагнетание. Сейчас нет никакого смысла говорить об этом. Конечно же, надо говорить о правах людей, которые там живут, там, чтобы межнациональных конфликтов не было. Но сейчас говорить нет смысла. Что говорить о границе с Ингушетией, когда обе страны находятся в оккупации, что говорить с Дагестаном. Джохар Дудаев был не глупее нас, да, далеко даже, скажем, да, не то, что не глупее, намного умнее нас был. И он сказал, что мы четко не будем обсуждать ни со Ставропольским краем, да, территориальные споры, ни с Дагестаном, ни с Ингушетией. Потому что сейчас не время об этом говорить. Мы должны сперва деоккупироваться. Да, сперва же, когда мы одеваемся, мы сперва одеваем там не сразу куртку там, и ботинки. Другие вещи, там, рубашка одевается, другие вещи одеваются. Все должно происходить поэтапно. И лошадь вперед телеги не запрягается. Так. Так, Ноне, Аслан, как живется в Германии? Ну, я скажу, живется в Германии, конечно, неплохо. Но у нас, вот мы проводили я говорю, митинг против лжи и депортации. Конечно же, журналисты некоторые уже задумаются и будут уже говорить, вот на Deutsche Welle, да, немецкая волна, есть такой канал, который с советских времен был очень таким, надежду нам давал, да, нашим отцам давал надежду на освобождение, и доносил правду, надежду давал на освобождение от вот этого красного ига, красного гнета. И сейчас же Deutsche Welle, русская, замечу, русская, там разные есть редакции, русская редакция, она постоянно проявляет к нам особую, да, нелюбовь. Именно к чеченцам я имею в виду. И также Ост-Вест есть такой канал, который позиционировал себя как бы такой заступников евреев, там как бы у них в этом плане такой был немецкий, да, это оба немецкие каналы, которые, ну, вещают тут в Германии. И сегодня я увидел, что этот Ост-Вест, который Коха приглашает, Альфреда Кроха, преступника, который проявляет там античеченскую истерию, проявлял, да, сейчас поубавилось чуть-чуть после нашего общения с ними. Ну вот они выложили прямой эфир, вот 4-часовой этого царя Шарикова. Вот то, что он там сидел, болтал, абсолютную ложь он там изрыгал, абсолютно ничего существенного, полезного не сказал. Просто такой КГБшный развод, такой сидит уже старый матерый КГБшник, который сидит и людей разводит. Там где-то что-то скажет, умничает, там, острит, как обычно, пошло. И вот Ост-Вест вот такой расчехлился. Я сегодня написал у себя на Facebook, что Ост-Вест расчехлился. По поводу Deutsche Welle, они после того, как мы провели, они у нас брали интервью, после того, как мы провели вот этот наш митинг в Берлине против лжи и депортации, конечно, в язвительной форме там кое-что написали, абсолютно упустили момент, да, только в названии обозначили, что речь идет, митинг собрался, да, по поводу
лжи и депортации. Вот депортацию все. Не то, что у нас таблички были депортированных евреев, да, в 42-40-х годах. Не то, что мы большую часть посвятили этому, не то, что мы зачитали резолюцию, да, от общественности, чеченской общественности Европы, всей Европы. Это как бы не было упомянуто, да, это говорит не об объективности. Но плюс все-таки был. На нас нагло не лгали, да, на нас нагло напраслину они не возводили. Это уже был плюс. По поводу нашего вот, обращения по депортации. Пока никаких результатов нет, пока ничего я не получал на свою электронную почту, ни от каких органов. Но я знаю, что все получили. Депортация в Германии не прекращена, абсолютно наглейшим образом людей депортируют. Но я хочу сказать, что есть и ошибки с нашей стороны. Мы не совсем правильно защищаем свои права, и как бы и судьи пребывают в плену этой пропаганды, да, судья принимает объективное, справедливое, там, от себя, да, это решение суда, да, и этот судья, он считает, не знаю по каким критериям, видимо, там у них какие-то там критерии есть, может просто новости смотрит, что в оккупированной, во временно оккупированной Ичкерии все отлично. И когда тебе говорят, что вот меня там, например, 3 года назад пытали, потом я эти 3 года бегал, прятался где-то там, как зайчик передвигался там, чтобы меня там не поймали очередной раз. И судья говорит, ну ничего страшного, ты же 3 года прожил. Вот такого плана вещи бывают. И это наша вина, уважаемые мои земляки, уважаемые зрители. Это наша вина. Вот этот одного митинга не достать. Мы должны добиваться. Мы должны занять четкую позицию, чтобы с нами считались. Вот журналисты уже не говорят, потому что они знают, что мы засудим, что мы их репутацию подмочим. Уже журналисты это поняли. Мы должны донести до общественности, до немецкой общественности. И в том числе и судьи увидят, да, что вот такого плана вещи происходят, что если тебя не убивают, то это не значит, что там жить спокойно, да, и нельзя же не только убивать, да, конвенция о беженцах не говорит, что вот только если его убьют. В том числе там сказано и унижение. Унижение также является преградой для выдворения людей. Показать перед камерой, снять тебя на телефон, на камеру и показать тебя по телевизору, это унижение человека. Отказаться от своей точки зрения, если ты так считаешь, да? Если тебя забрали и несколько дней тебя пытали током, да, когда ты мечтаешь умереть, то ты, конечно же, можешь отказаться. Да, кто-то умрет, как, например, Хизари Жиев. Его убили, он не согласился, не отказался от своей позиции. А кто-то, ну, считает нужным, и я считаю, что свою жизнь надо сохранять. И это надо понимать все. Так что плюс небольшой есть. Еще раз всем хочу сказать спасибо. Спасибо всем, кто пришли на этот митинг. Спасибо, я в прошлый раз не сказал, спасибо, кто хотел, но не смог прийти. Я благодарю тех, кто не хотел, но в следующий раз захочет обязательно прийти. Мы обязательно должны эти проводить митинги. Их надо систематически проводить. Это такая система, надо проводить. Одним митингом, если бы можно было победить зло, то раз вышли бы и жили бы счастливо. Нет, у нас ситуация запущена, в тяжелейшей форме находится ситуация. В плачевном положении находится ситуация. Мы, конечно, должны бороться. И мы будем бороться. Я очень на это рассчитываю. По крайней мере, у людей, кто до конца будет отстаивать наши права. По-другому никак. Так, ребят, я перейду к вашим вопросам. Так, мне тут задонатил Алды. Ассаламу алейкум, Аслан. Хирил шуй маш, переправь дим по-другому проблема. Ва алейкум салам, Алды. Хирил шуй маш, хирил шуй, да, мула. Маш обязательно будет. Он говорит, переправь эти деньги туда, и это по-другому ему как-то это проблематично. Да, конечно же, можно также отправить сюда, я эти все деньги, которые вы мне сюда пришлете, указывайте на марш,
и все, я буду все пересылать туда. Я сделал об этого предстоящего марша. Мы долго разговаривали с Айдамином, несколько раз мы обсуждали разные темы. Сайдамин не выражал никакого энтузиазма, чтобы просить помощи у людей, но это наше общее дело. И я вам расскажу, почему мы победим, почему будет суд. Да? Мне там пишут, никогда там Путина не накажут там, и так далее. Может быть, сегодня-завтра мы Путина в Гаагу не привезем. Ну, жизнь, она длинная, жизнь, она не заканчивается, да. Мы, если вы знаете, чеченцы, кровную месть, да, так называемую кровную месть, она в простонародье называется, а еще с древних времен, как и все законы, в основном все законы существуют, основные принципы всех законов существуют с древних времен, был такой принцип Талиона назывался. Око за око, глаз за глаз, там, ухо за ухо и так далее. И так вот, это принцип Талиона, да, если исходить из древних времен, из понятий и принятых в тот период. И это заключено во все, да, во всех правовых нормах государства. Каждое преступление должно быть наказано. Да? И именно из-за того, что этот принцип Талиона у нас существует, у нас не совершаются такие тяжкие преступления. И это очень хорошо сдерживать. И не потому, что вот именно за это убивают человека. Я вообще против того, чтобы убивали человека. Даже за убийство. Даже педофила, извиняюсь, конечно. Но даже его убивать. Вообще против убийства в принципе. Я считаю, что таких людей нужно просто изолировать на всю жизнь. И пожизненно это будет тоже наказание для этих людей. И Бог сам решит, да, Всевышний решит, что с ними делать, когда они умрут. Так вот, вот этот принцип Талиона, он очень сильно сдерживал, и сдерживал он не только потому, что убивают, да, за убийство, да, это такая жесткая мера наказания за такое тяжкое преступление, а именно из-за того, что это неотвратимость этого наказания, да, это то, что это преступление будет наказано вот в любом случае. Вот этот принцип, основной принцип, да, в юриспруденции, этот принцип неотвратимости наказания, он является большим важным фактором для снижения такого рода преступлений. Так как ты знаешь, как только ты нажал на курок, ударил ножом, обязательно наступит день, когда кто-то нажмет на тебя этот курок и также там, применит нож или какое-нибудь другое орудие убийства. И мы всегда приходили к тому, что даже по истечению 50 лет, да, был случай, когда в Казахстане, это, конечно же, очень некрасивый случай, прямо скажу, даже когда нас выслали, пытались убить под видом депортации весь народ, в то время некоторые не очень умные чеченцы пытались, воспользовавшись моментом такой тяжелой ситуации, отомстить за своего убитого человека. Поэтому я это к чему все говорю? Я говорю о том, что вот этот принцип Талиона у нас он есть, был и будет, потому что он должен быть в любом обществе. Но она месть достигается не ради мести, а ради предотвращения будущих подобных преступлений. И чтобы эти люди не избежали этих преступлений, мир должен обратить на это внимание. Мир должен обязательно увидеть это и обязательно привлечь силы для того, чтобы осудить это тягчайшие преступления, да, тягчайшие, которые совершены. Так вот, некоторые скептики заявляют, что нет, мы не сможем. А я говорю, мы сможем. Сайдамин это будет, я это буду, или нас не станет, это будут другие, мы сможем это сделать. И вот почему я считаю, что мы можем. Во-первых, мы все знаем, что если ООН дает разрешение на принятие, но для расследования этого дела, да, и для возбуждения уголовного дела по тяжким преступлениям против российского военного и политического руководства, Россия может наложить на это вето, на это решение.
Но есть такая ситуация, что Россия является незаконным членом, постоянным членом Совбеза Совета Безопасности ООН. Так как Россия не может занимать вот этот пост, их там 5 государств, которые занимают, имеют право вето, да, являются постоянными членами Совбеза ООН. Вот эти государства могут накладывать вето, значит запретить. Да, если кто-то что-то решает, вот по Боингу, допустим, сбили над Украиной Боинг, русские террористы. И Россия накладывает вето. Применил там Башар Асад газ против мирных людей. Россия наложила вето. И по любому поводу Россия может накладывать вето. Но Совет Безопасности ООН входил СССР, и не входила никакая Россия. И многие юристы это знают. И мы можем легко, не мы, а Совет Безопасности ООН и вообще ООН как организация, могут легко, юридически верно, не нарушая закона, выкинуть Россию из Совета Безопасности ООН, из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так как там есть еще и непостоянные члены, да, 15 государств там избираются и время от времени попадают в этот Совет Безопасности ООН. Так вот, это легко может произойти, так как, и как я уже сказал, Россия не является СССРом, только СССР туда входит. И в уставе ООН нету ни одного слова, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Так вот, если же, и, кстати, нету процедуры для принятия новых членов. Вот в уставе ООН этих процедур не прописано. Значит, принять новых туда невозможно. В принципе, нет такой возможности. Это говорит о том, что Российская Федерация вошла туда незаконно, так как Российская Федерация ссылается на то, что она правопреемница, и она как бы является вот тем же Советским Союзом. Ну как она является Советским Союзом? Может, она и является правопреемницей, кем она себя называет. Да, и она является, она взяла на себя долги Советского Союза, хотя не выполняет обязательства некоторые, большую часть, которую брал на себя Советский Союз. Но некоторые соблюдают, в том числе вот, по ядерной программе, по ракетному вооружению и другие свои обязательства. Так вот, правопреемство – это межгосударственные отношения. Она с Америкой, там, по РСНО, да, по ракетам вот этим, по другим там долгам, она может вот с другими странами, с Германией, там, с Украиной, какие-то дела свои делать. В этом она, да, она является правопреемницей. Но ООН это надгосударственный орган. Он стоит над государствами, и он контролирует нарушения в земном шаре. Да? Он может отправить туда миротворцев, он может там какие-нибудь другие действия предпринимать. Соответственно, с юридической точки зрения, это была сделана большая уступка и нарушение к России, по отношению к России. Видимо, из-за каких-то необходимых на тот период времени сильным странам, скажем так, да, нужно было, вот, чтобы Россия осталась, да, и сохранила место Советского Союза вот, в Совете Безопасности ООН, постоянным членом. Так вот, если же Россию оттуда вытуривают, мы можем спокойно, ООН может спокойно разрешить все основания юридические преступления, факты налицо, отрицать это никто не может, даже прокурор Международного уголовного суда, он это не отрицает, он прямо говорит, давайте там пускай нам Россия статут ратифицирует, там, ну, я перечислял эти условия, дайте нам новые факты, или пускай нам об этом попросит, ну, заявит об этом ООН, что, да, для того, чтобы дело возбудили в Международном уголовном суде, нужно, чтобы ООН разрешил, или по желанию прокурора. Прокурор не решается
Ну, мы все это понимаем. Но то, что они решаются или нет, мы решаемся. Наш принцип Талиона, наши убитые люди взывают нас к этому. И ничего нас это не остановит. Нам дороже нашей земли, даже находясь в Казахстане, мы делали свою кровную месть. Нам дороже своей земли убитые наши люди. Ценнее наших человеческих жизней нет ничего на этой земле. И мы вот так это ценим. И, соответственно, мы будем добиваться. И надо будет всех нас уничтожить, чтобы об этом перестали говорить. Нет, это невозможно. И то, что они сделают, что они могли, они уже сделали. Так вот, я перехожу к самому главному, да, к самой главной теме. Я ваши пока вопросы не читаю, друзья, поэтому вы особо так сильно не пишите. Ну, или пишите, а потом, может, почитаю. Так вот, есть обнадеживающая новость из-за того, что Россия не может быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это то, что американский сенатор в прошлом году был внесен законопроект о признании Российской Федерации спонсором терроризма. Я же настаиваю, что Россия сама является страной террористом, и ФСБ является террористической организацией. И этому огромное количество доказательств. Но, допустим, я не сенатор, и поэтому послушаем, что говорят сенаторы. Так вот, в прошлом году был внесен законопроект, его отклонили, это абсолютно нормально, так как бывают моменты, как человек, который готовился к суду, я знаю, да, ты можешь прийти на суд, и где-то что-то ты сделал неправильно, где-то не учел моменты, возникает спор у тебя или с прокурором, или там с судьей, и тебя возвращают, ты берешь там паузу, возвращаешься, дорабатываешь, и потом, или же обжалуешь это решение, да, и потом ты уже можешь там отстоять в суде. И, конечно же, когда ты уже подготовлен и знаешь позицию противной стороны, да, твоих противников в споре, ты, конечно же, уже знаешь, на что надо акцентировать внимание и как этому надо противостоять. Так вот, когда в прошлом году, в конце прошлого года принесли вот этот законопроект о признании России спонсором терроризма, то в Сенате юридические отделы поспорили, посовещались, мы не знаем, что там произошло, но законопроект был отправлен на доработку. Так вот, вчера поступило просто супер сообщение, что в Америке законопроект доработан и возвращен сейчас на рассмотрение в Сенат. И у меня, можно сказать, я, конечно, на 100% не могу быть уверенным, так как не читал этот законопроект и не знаю законодательства в некоторых вопросах, и не знаю интересы национальной безопасности или какие-нибудь другие интересы Америки, по крайней мере, которые знают сенаторы, да, я знать не могу. Так вот этот законопроект будет с 90% гарантией, с 95% гарантией принят. Идем дальше. Что происходит далее? После того, как Россия признается спонсором терроризма, она попадает в списки стран изгоев. Две страны я могу вам назвать. Это Иран и Северная Корея. По-моему, есть еще и Судан, входит в такой же список. Так вот, самое интересное начинается после. Как только Россия попадает в эти списки и признается спонсором терроризма, остальные страны, которые ведут деятельность, да, с этим преступным, бандитским, террористическим режимом Путина, эти страны автоматически обязаны уже на основе своего законодательства, так как у каждой страны есть свое законодательство, и они, конечно же, не подчиняются Соединенным Штатам. Конечно, все учитывают интересы друг друга, кто-то в большей степени, кто-то меньше, но всегда у всех есть свое законодательство, и это и хорошо, это и супер, что государства, они независимы. Так вот, эти государства обязаны тоже следовать своему законодательству. Не американскому законодательству, когда там
например, Дональд Трамп, например, говорит, там, Северный поток нельзя, там, это мы вам другой газ поставим. Когда Америка в роли просителя получается. А когда это государство признано Америкой, и это будет иметь дальнейшие последствия, является спонсором терроризма, то это говорит о том, что Германия тоже не может никакие там дела делать. Как она не делает, например, с Северной Кореей, и как она не делает с Ираном или Суданом. Она не может с ним вести какие-то деятельности, какую-либо деятельность. Она не может продавать Мерседесы им, она не может заниматься другой газ покупать, там еще какие-нибудь действия. И, ну, пока санкций на них нет, но огромное количество вещей просто обрезаются автоматом, просто автоматически. Каждая страна сама потихонечку должна к этому прийти, но все к этому приходит. И все, Россия является страной-изгоем. Дело времени. И, соответственно, никто никогда не может допустить, чтобы Россия, спонсор терроризма, была постоянным членом Совбеза ООН. Это невозможно, правильно? Правильно. Иран же не может, Северная Корея не может находиться постоянным членом, хотя Северная Корея находится в ООН, Иран есть свое место в ООН, они могут выступать, да, на каких-нибудь там, когда им приходит время, как там Ахмад Джаник, по-моему, звали, помню, президента раньше, который был, Ирана. И они могут там, занимать место, это страны, это общая организация, это надгосударственный орган, как я сказал, и они там могут выступать. Но Россия не может быть, как не может быть Судан или Северная Корея или же Иран, не могут быть постоянным членом Совбеза ООН. И у нас появляется абсолютно легальный, абсолютно открытый способ для привлечения военного и политического руководства уголовной ответственности в соответствии с международным правом. Вот и все. И вот те скептики, которые не верят, они пускай дальше не верят. А то, что это произойдет, и мы будем над этим работать, это не зависит от их мнения, это никак не повлияет. Так вот, что я вам хотел сказать. Немного я подробно вам рассказал, как я это вижу, чтобы вы тоже имели немного по этому поводу представления. Так, давайте я сейчас перейду к вашим вопросам. Буду сейчас отвечать на ваши вопросы. Так, солдат НАТО. Ага. Свой парень, значит, сразу. Аслан, тут многие, как писали, спрашивали тебя, но ответа твоего я не видел, хотя давно я полностью смотрел твои видео, а вопрос мой насчет Киви кошелька. Это самый безопасный способ для жителей Чирии помочь. Солдат НАТО. Делрейс хуйлон. Нохчу умох шуксо. Большое спасибо, но знаешь как, я не знаю, кому принадлежит Киви кошелек, я поэтому боюсь просто связываться с этим делом, чтобы никто не пострадал. Даже те, кто мне здесь пишут, их тоже как-то можно будет вычислять, да, вы можете мне тут написать, а потом в другом месте где-то писать. Вот у нас был такой парень, Пенек московский, сейчас на связь не выходит. К нему приходили, я не знаю по какому поводу, я так понимаю, из-за того, что он мне тут писал вопросы и мне присылал донаты. И я надеюсь, что с ним все хорошо. Пенек московский, если ты меня слышишь, короче, дай как-нибудь. Так, видно меня? Видно ли меня, господа? Связь оборвалась. Так, видно. Отлично. Ну, опять прапорщик, короче. Не понравилось им, да? Не понравилось, это хорошо, значит. Идем в верном направлении. Никогда у меня не бывает проблем. Вот я все время пользуюсь интернетом, всегда все смотрю. Никогда обрывов связи не бывает. Очень хорошая связь. Вот опять оборвалась, да? Оборвалась связь? Ребят, напишите. Оборвалась, да?
Понятно. Все окей, нет. Ну все тогда. Вот задержка идет в ваших сообщений или это? Вы мне тут сообщаете, потому что у меня тут все оборвалось. Нет, все, у меня тут тоже пошло. Так, отлично. Не оборвалась. Все. Всем спасибо. Видно и слышно. Все, братва, хватит. Так вот, о чем я говорил? Я говорил о том, что нам прапорщик все испортил. А, Так, все, давайте переходим дальше к вопросу. Так, мне задонатил Эдуард Мамедов. Спасибо, Эдуард, как обычно, без вопросов. Эдуард, хотя бы пиши вопрос, да? Ну, хоть какой-нибудь. Так, хотя ты и так можешь мне всегда его задать по WhatsApp. Так, White Wolf. А почему США бомбил граждан Японии, а не их правительство? White Wolf, я не знаю, почему он бомбил. Не правительство, это все вопросы не ко мне. Так, тут говорят, что в ООН нет мусульманских государств. Нет, они есть, их нет постоянных членов Совбеза ООН. Так, хулиган официал. Все будет добро, хлопчики. Не сомневаюсь, хулиган. Так. Уэйн Грецкий. США сила. Согласен, США сила. Им было бы хорошо, если бы их президент оказался бы наподобие Рональда Рейгана. Но я надеюсь, сейчас скоро будут выборы, изберут нового президента, и я надеюсь, что Трампа мы больше не увидим. Так, Руслан Белый. Аслан, почему Закаев не участвует в ваших мероприятиях? Не знаю, надо Закаева спросить. Закаев участвует, контролирует там все мероприятия. Но я, например, митинг, который мы организовывали, была вот такая инициатива тут в интернете, да, мы там обсудили это, потом обсудили с Хусейном Исхановым, там в Австрии, мы провели подготовительную работу и как бы выработали там кое-какие планы, некоторые вещи вы услышали, ту же резолюцию, и после этого мы сделали, ну как бы, занимается гражданское чеченское общество, да, давайте вы тоже, например, присоединяйтесь. А так на этом же мероприятии, да, были совет старейшин, ну он не входит, конечно, но они с Закаевым общаются, представители Ичкерии в Германии там были, да, приехали представители из других стран, там, с Австрии, и, ну, как бы, все наши. Наше общество, гражданское общество было поддержано. Так. Ноунейм, Аслам, модеров своих научи манерам. Модеры, это правильно. Я не знаю, что вы там сказали, но манеры должны быть. Имеется в виду хороший тон. Так, ну, короче, здесь уже тут начинается этого выкини, того выкини. Так, Джохар Дудаев, убедительная просьба, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь и распространяйте. Так, как найти? Аслан, почему в Совете Безопасности ООН нет мусульманских стран? У меня справедливый гнев, а у тебя, Аслан? Конечно же, у меня гнев не потому, что там нет мусульманских стран. Я в гневе из-за того, что вообще есть такая прерогатива у этих 5 стран. Да? У Англии, Франции или Китая, США и Советского Союза. Я против этого, я категорически против этого. Никто не может быть лучше других. Это нарушение принципа равенства. Этого не должно быть просто по определению. Это я за то, чтобы вообще уничтожить вот этот орган. А не потому, что там мусульманские страны. Если там были мусульманские страны, какие-нибудь Саудовская Аравия, и что бы они сделали бы? Ничего бы не сделали бы. Мусульманские страны мы говорим. А потом мы говорим, ну нет мусульманских стран. И все. Ничего бы они не сделали. Как не сделали, когда на их глазах происходил геноцид.
Вот и все. Так. Поехали дальше. Саудиты сделали бы, да, ты правильно говоришь, как найти. Рамазан Ильясович, скоро поеду в Москву, могу проведать пенька, если есть адрес или какие-нибудь контакты. Нет, контакты лучше вообще никакие, Рамазан, не выкладывать, никакие нам не нужны здесь контакты. Я всегда на этом настаиваю, всегда прошу об этом. У себя под каждым видео я всегда пишу, что ни в коем случае, что вас никак не определили, да, кто вы, не идентифицировали, ни в коем случае не пишите. Даже когда мне пишут, я там с Чечни, салам передаю, я вас прошу, не пишите. Не пишите, что вы из Чечни. Не пишите, что вообще не облегчайте этим террористам, этим бандитам их работу. Так. Солдат НАТО. Аслан, ты неделю назад на вопрос Микки Мауса насчет стрима с Закаем сказал, что позвонишь Закаю. Я патриот Чири и видел примеры, и выслушать его было бы продуктивно очень. Да, конечно, я говорил, ну, все нормально, будет, скоро будет стрим. Ну, не стрим будет, интервью будет. Я записал, кстати говоря, хочу тоже сообщить, очень интересное, я уже, может, и сообщал, очень интересное сообщение, интервью с Полом Гоболом. Просто невероятно супер интересное сообщение, где я его задавал ему и острые вопросы, которые я на сегодняшний день не считаю, что это так, но так как некоторые об этом пишут мне, я то, что вы пишете, я постоянно пытаюсь доносить, потому что вы мои зрители, и вам это важно, значит. И, конечно же, я пытаюсь доносить. В том числе я, например, задал вопрос, хотя это идиотский вопрос с моей стороны был, но я его задал по поводу того, что помогала ли Америка убивать Джохара Дудаева, в убийстве Джохара Дудаева. Что он ответил, вы узнаете. Так, сейчас пока перевод сделаем, и все это будет. Так что вот такие вот дела. Юрий Ахмадов, Аслан, в 2001-2004 больше делали митинги у посольства России. Почему сейчас не делать? Ну вот мы устали. Это нормально, что народ устает, но мы не должны забывать, что устали мы или нет, наши права никто не будет защищать. И мы должны их защищать, и мы будем их защищать. Так. Ноунейм, Аслан, связана ли депортация чеченцев с тем, что после темы с ИГИЛ массово приезжали беженцы с Востока в Европу? В Европе надоели беженцы, и они решили и чеченцев выгонять. Я считаю, это может быть ошибочное мнение, я считаю, что это связано с тем, что Россия оказывает давление. Она не прямо говорит, там, давай Германия быстро выгоняй там, и так далее, хотя разные есть ситуации. Россия использует все методы, чтобы нас здесь ослабить, чтобы мы не закрепились. Это вот национальные интересы России. Как это они преподносят? На самом деле это жизненно необходимые интересы Владимира Путина и вот его банды. А национальные интересы России, да, как уже Сурков как сказал, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Это правда. Как только Путин окажется за решеткой, Россия сегодняшняя, преступная бандитская Россия, перестанет существовать. Будет другая, нормальная, демократическая Россия. По крайней мере, хочется в это верить, что будет другая демократическая. И вот им надо нас ослабить. И они всячески нас там называют там террористами, разными. Против нас тут работает агентура, которая там пишет жалобы, там разную вот эту ерунду делает, ненужную нам, да, во всех смыслах. Поэтому, конечно же,
это не связано с тем. Но, с другой стороны, появились люди, которые против мигрантов. Ну и нас, как самое большое зло, привлекли, вот, главное, как обычно, крайних, мы должны оказаться крайними. Конечно же, мы должны бороться. Бороться, всегда бороться. Так. Без имени. Аслан, ты всей своей деятельности добиваешься всевозможной пользы для Чечни. Тебе интересует только ведь интересы чеченского народа? Спрашивает. Нет, почему? Меня интересует в первую очередь права человека. Но так как на сегодняшний день, и это вы, я надеюсь, не будете оспаривать, чеченский народ самый ущемленный народ в Европе, возможно, и в мире. Я другого народа такого не знаю. Скажите мне. Скажите, где есть народ, у которого нет вообще ничего, он находится, его убили треть этого народа, 25-30% этого народа убили, остальные находятся, разбежались по всему миру, еще треть, а остальные там треть, может, четверть, или там 40%, 50% уже родившиеся заново, живут в тотальном страхе. Вот я защищаю этот народ. Вы же не можете меня видеть. Если бы я был бы русским, защищал бы, это было бы так же. Извините, но на сегодняшний день я со всей полнотой права могу заявить, что я защищаю самый угнетенный народ. Да, меня интересуют интересы моего государства. Не только отдельного чеченца, которого депортируют или убивают в Чечне. Да, мне это очень важно, это ценно. Но также меня интересуют наши права в общем. У нас нет государства, которое юридически должно существовать. Оно есть. И мне, как юристу, это очень обидно. И я должен настаивать. Я много раз добивался некоторых вещей. И я считаю, что и в этом я должен добиваться. И все. Меня интересует в первую очередь самое ущемленное. А если это будет русский, я буду защищать точно так же русского, которого выдают на смерть и пытки в Россию. Если это будет оппозиционный русский. А если это будет чеченец, который кадыровец, и которому не угрожает там ничего, потому что он пропутинский, пророссийский, то я, конечно же, не буду этого человека защищать. Потому что ему там ничего не угрожает. Вот и все. Вот мои интересы. Так как у чеченского народа есть не только индивидуальное право, да, есть коллективное. Сергей Никитин, Басаева поддерживаете? Что значит Басаева поддерживаете? Басаев умер, как можно его поддерживать? Он умер. Басаев герой чеченского народа, если вы хотите вот так завернуть этот вопрос, да, и чтобы вам как-то на него ответили. Басаев не является ни террористом, ни бандитом, хотя он проводил диверсионные и акции, которые граничили, да, с терроризмом. Но он спасал свой народ, и никто не имеет права ему в этом отказывать. У нас провели 225 школ Беслана. У нас погибло 42 тысячи детей. Понимаете? 42 тысячи детей. Это 225 школ в Беслане. Сколько памятников мы поставили этим школам в мире, в России, в первую очередь в России? Ни одного. Сколько раз вы почтили памятью? Вы лично, Никита. Или как вас там? Короче. Свободолюбимому, без имени, слава свободолюбимому народу Украины. Так, когда аудиокнига будет? Антизум говорит. Да, это, кстати, аудиокнига переведена. Для того, чтобы она, вот этот звук, переложен звук, должен быть наложен должны быть сделаны видео, да. И пока что это не сделали. Я отдал своим товарищам, и пока это не сделано. Вот как только стрим закончится, я обязательно им этот вопрос задам, потому что на самом деле очень затянули, пацаны. Или надо сказать, что не делаем, не можем, или же надо сделать. White Wolf, почему турков не вызвали на митинг? Можно было сделать красивое приглашение на турецком. White Wolf, подаешь инициативу, действуй. В чем проблема? Мы же не можем все сделать. Я, например, все не успеваю делать.
Так, Ширани Азиев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Аслан. Аслан, ты сказал, что Афредко написал на тебя заявление. Прокомментируй. Ва алейкум салам. Да, написал, но пока никаких действий. Ну, в моем выступлении не было ничего противозаконного, да. И этот мерзавец может что угодно на меня писать. Я готов к любому повороту событий, к любому, в соответствии с законом. Я готов судиться, доказывать свою правоту. И за каждое слово, которое я здесь произношу, я готов нести полную ответственность за это. Абсолютную. Никаких проблем. И против Путина, я террористом называю, бандитами их называю, всех этих преступников. Пускай эти преступники напишут на меня заявление. Я тут, давайте. Так, From the Mountain. Аслан, что вы думаете по поводу событий в Грузии? Видели, какой десант прилетел к нам из России? Наше правительство нас предало, к сожалению. From the Mountain. Вот у меня за спиной, как вы видите, события в Грузии. Это одна из тем, которые я сегодня хотел обсудить с вами. Так вот, по поводу событий в Грузии. Конечно же, ситуация очень накаленная, но я всей душой, сердцем поддерживаю Грузию. Я знаю, что все свободные чеченцы поддерживают, свободные грузины всегда будут поддерживать. Я сейчас выключу эти комментарии. И, конечно же, это предательство со стороны вот вашего олигарха, который привел русского, да, и пытались и уже потихонечку, да, сперва через религию, уже с российской стороны передаются такие слова, как предали православие, там. Извините, конечно, просто это невозможно просто это терпеть. Это как это? Какое православие? КГБшное православие, что ли? Или мусульманство, это Дума, это духовное управление мусульман, которое Сталин, который придумал. Это просто бесстыдство. Никакого православия, никакого мусульманства, ничего близкого этого нет, этому КГБшном гадюшнике. О чем можно говорить просто? Мерзавцы. Так вот, очень хорошая реакция, я всем сердцем поддерживаю. Все, что от меня потребуется, грузины, если нужно делать, освещать, я готов. Выходите в Фейсбуке, Аслан Арцуев, у меня есть 2 аккаунта, один пока заблокирован, пишите на второй аккаунт, где вот это W оканчивается, Арцуев в конце. Этот аккаунт у меня пока не заблокирован. Я готов всячески информационно, осветительски поддерживать это, освещать эту проблему. Я целиком полностью поддерживаю. Вы молодцы, и я на вас смотрю, и я просто воодушевляюсь, честное слово. Сегодня наш друг Георгий поднял флаг Ичкерии там на митинге. Тоже очень спасибо, Георгий, если ты смотришь, он получил, кстати, ранение там вот в эту область там. Стреляли с резиновых пуль стреляли, были раненые. Целиком, полностью, ребята, вас поддерживаю, я поддерживаю, мои друзья, товарищи, соратники поддерживают вас. Мы все чеченцы вас поддерживаем, все свободные, я абсолютно в этом убежден, все свободные чеченцы вас поддерживают. И, конечно же, все, что от нас потребуется, мы с удовольствием, конечно, мы сделаем. Держитесь, парни, мы на вас смотрим. Вы передовой отряд нашего, на сегодняшний день, нашего Кавказа, который идет в демократическое, цивилизованное, развитое государство. И мы очень в вас верим. Сегодня, к сожалению, мы оказались в тяжелейшем положении и не можем вас с тысячами приехать к вам на митинг, вас поддержать, там десятки тысяч, я уверен, если бы у нас были свободные общества, свободные государства против русского мира, против путинского русского мира, мы, конечно же, вас поддержали бы. Так что, парни, держитесь. Так, пойдем к вашим вопросам.
Так, Исайя Магомед, грузины не русские, чтобы пугать резиновыми пульками. Ну, то, что грузины не русские, это мы все знаем. Ну, по-моему, русские еще резиновыми пульками не пугали. Даже резиновые пульками. Максимум, что было, это нагайки казаков были. И вы заметили одну очень интересную вещь? Говорят, вот там нас эти, на нас кадыровцев нашлют, говорят. Это весь, вот эта вся вот эта фашистскость этих людей прям вылазит наружу. На нас кадыровцев нашлют, понимаете, о чем они говорят? А эти даже вот эти оппозиционеры говорят, на нас кадыровцы нашлют. Я извиняюсь за смех. Есть такой человек по имени Геннадий Гудков, да, генерал КГБ. Его сын мне говорил, что он полковник КГБ. Видимо, дорос уже, генерал ФСБ он теперь. Ну, сын говорит, что он уходил генералом КГБ. Но они не уходят. Значит, он действующий. И это, кстати, у Александра Сотника, он это прямо заявил. Потому что Сотник его назвал генералом ФСБ, КГБ, тот это не стал отрицать. Потому что КГБ, ФСБ разницы нет, он не стал это отрицать. Его сын же мне лично в Фейсбуке писал, когда я сказал, твой папа генерал ФСБ, он сказал, нет, мой папа полковником ушел из генеральского, ну, с КГБ. И, короче говоря, Сотник задает ему такой вопрос. Уважаемый Александр Сотник задает ему такой вопрос. Скажите, вот там кадыровцы там будут там разгонять, применять их там и так далее. В 2012 году я тоже был на этом митинге в Москве еще, когда этот Алеша Навальный, Собчак, вот этот сын вот этого Геннадия Гудкова, Дмитрий Гудков, такая же, короче, такой же симулятор и консерва, да, который сливают. А русские сидят, ушами хлопают. Эти такие борцы с режимом, да, из КГБ. Так вот, они тогда слили этот митинг, который был в 2012 году. И ему говорят, вот, Александр Сотник спрашивает, а вот скажите, вот кадыровцы там применят силу там и так далее. Кадыровцы это такое пугало у Путина. И Геннадий Гудков таким важным видом говорит, ну, конечно же, я, когда вот у нас был в 2012 году митинг, и там, мы там послали там Кудрина к Путину, там, занести Кудрин, друг Путина, идет, несет, короче, как бы представитель от оппозиции, как они возглавили, вы, да, поняли, да, как возглавляется. Вот эти бандиты сами же приходят на митинг, да мы против Путина, и потом идут и несут ему, потом сидят договаривать, так, надо этого там запугать, того купить, того, короче, там, отстранить, того посадить, там, тому там яд подсыпать, еще что-то сделать, застрелить в конце концов. И Гудков говорит, ну, этот Геннадий, папа, который говорит, а он, кстати, был, я так понимаю, работал именно по инакомыслящим, да, и вот именно с заданием его послали вот сейчас возглавить оппозицию. Я не знаю, для чего его глубоко уважаемый Александр Сотник приглашает к себе на канал, но, видимо, чтобы мы узнали, о чем думают эти террористы в погонах КГБшных. Так вот, он говорит, когда вот у нас там вот эта ситуация была, говорит, я пошел там к какому-то там своему другу, товарищу и сказал ему, он, видимо, курирует этих кадыровцев, которые в Москве постоянно проживают там на квартирах там и так далее, проживают. И я его спросил, говорит, ты что, вот этих на нас будешь насылать? Он говорит, я ему задал вопрос. Это есть у Сотника, можете послушать. И тот говорит, да ты что там, Геннадий, там, как ты его там по отчеству, да ты что так думаешь обо мне? Да никогда в жизни, чтобы я этих на тебя... Короче, вот этих собак на русских нельзя насылать. А казаков с гайками или нацгвардейцев русской национальности можно. Это Геннадий Гудков прямо так заявляет. Вот этот фашизм их изнутри, который его никак не скрыть, он проявляется. И он говорит, сказал, нет, они себя тут охраняют. Какого, спрашивается, себя охранять? Я верю, что этих кадыровцев не будут бросать на подавление русских, потому что русским будет, что вот этим митингующим, все же фашисты, да? Даже вот эти демократы, так называемые, там поголовно огромное количество фашистов, самых настоящих. Просто они против Путина, они хотят там власть, тот же форум «Свободной России». Там
возглавляет правозащиту, у них занимается русский нацист, фашист, который там призывал там чеченцев наказывать и там против кормить там Кавказом. Кормили, это самого Репова такая. Так вот, короче говоря, я хочу вам сказать, уважаемые или и неуважаемые, среди вас, конечно же, есть и уважаемые оппозиционеры, и неуважаемые, да, противники Путина. Я вам хочу сказать одно. Кадыровцев на вас не нашлет Путин. Знаете, почему не нашлет? Потому что это будет очередной повод. Он же знает, что вы тоже фашисты, как и он сам. Поэтому он не будет на вас насылать, потому что вы скажете, вот, смотрите, на нас там чурок, чернопятоточечников заслали, короче. И поэтому вас будут бить и расстреливать ваши родные русские. Если вам от этого будет легче, я вас уверяю, вам все будет отлично. Вас будут расстреливать русские. Кадыровцы, которые проживают, президент отеля там недалеко от Кремля, и там в базе по Одинцово они протусуются, еще где-то у них там свои места есть, где они там на квартирах они проживают. Эти предатели своего народа используются не против вас, я вас успокою. Они будут использоваться против генералов, МВД, ФСБ и других, которые вздумают против Путина восстать. Это ЧОП, я говорил об этом. Об этом раньше еще заявил Метро. Это чеченское охранное предприятие, как они. На самом деле это КОП, кадыровское охранное предприятие. К чеченскому народу они не имеют никакого отношения. Предатели, пока они не покаятся и не освободят занимаемую свою должность, не уйдут от этого. До тех пор они такие же чеченцы, как Путин и Шаманов. Да, вот они, такие же чеченцы. Так что хочу сказать, что вот этот Геннадий Гудков раскрылся, генерал. Так, поехали дальше, да, вопросом. Я сейчас перехожу с одной темы на другую. Так. Как найти? Если будет сговор верхушки против Путина, то кадыровцев бросят на митингующих, чтобы русские консолидировать с новой властью, сговорщики. Нет, в том-то и дело, кадыровцы подчиняются напрямую Путину. Путин отдает приказ, это его боевой отряд. Их очень боятся. Вот эти генералы ФСБ, которые были такие крутые, их Бог наказал. Они были богами в Чечне, да, как они себя считали. Они убивали и миловали, они там освобождали, насиловали, бухали, вытворяли все, что хотели на нашей родине. А теперь сидят как трусливые зайчики, сидят и пискнуть боятся, потому что к ним приедут чеченцы. Даже они есть на той стороне. Вот кто вы. Когда вы стали на равных условиях, вы генералы ФСБ, генералы военные, которые убивали нас, я заявляю, что вас Всевышний Господь унизил этим. Вам показал, что вот над кем вы были, теперь вы их боитесь. Да, это время поменяется. Но и вы не освободитесь от этого. Вы попадете под иллюстрацию, а военные преступники будут призваны к ответу. Обязательно. Иншаллах. Обязательно. Мы молим Господа, чтобы Он дал нам этот день увидеть. Так что вот такие вот. Поэтому нет, их не бросят. Они подчиняются Путину. Так, я перемотаю. Русские мочат русских, так им и надо, говорит Евгений Гонов. Ну, главное, это не чеченцы делают, видите? Я просто удивляю, они на полном серьезе говорят, причем они называют этих кадыровцев россиянами. Вот вся вот эта российскость. Вот, просто
далеко ходить не надо. На нас бросят кадыровцы. О, нас будут бить кадыровцы. Так что бьют русские. Одного там окружат, там 20 полицейских, его скрутят, несут туда. Все себя, позор, позор, русские революционеры. Вы русские революционеры. Так, Руслан Белый. Аслан, прокомментируй дискриминацию по национальному признаку чеченцев в сфере кредитования. Полный запрет кредитования чеченцев с пропиской в Чечне. Я вот не знаю этого, я видел один ролик, там дагестанец ходил, по-моему, там кредит брать не давали. Да, это есть, и это хорошо, вам не нужны их кредиты, перебьетесь, не нужны эти кредиты, честное слово, это очень-очень плохо, это гоняет кабалу. Аслан, ассаламу алейкум. Сколько времени понадобится намаз? Артур Артуров. Ва алейкум салам, Артур Артуров. 30 дней будет идти марш. Это делается специально долго, чтобы привлечь внимание. Мы не за раз там выйти и спринтером пробежаться. Нет, мы будем привлекать внимание. Я это буду освещать. Вы должны мне в этом помогать, распространять, обо всем этом всем говорить. И, конечно же, мы будем по максимуму привлекать внимание к этому. 30 дней. 30 дней. Так. Так, антитеррор ЧРИ 2. Джахар Дудаев, я не знаю, с канала Аслана, походу, надо разблокировать. Ничего, я с этого буду заходить. Антитеррор, я не смог тебя разблокировать. В прошлый раз ты мне говорил, тогда у тебя другое было название канала. Хорошо, что ты сменил. Не смог я тебя разблокировать, и хорошо, что ты сюда заходишь. Да или исходно. Ты очень большую работу делаешь, у тебя очень, подписывайтесь, вот антитеррор ЧРИ канал есть, и антитеррор ЧРИ 2 есть, вот у него сейчас получил он страйк один, причем от своих же, да, можно сказать, получил из-за недоразумения, там вы друг с другом не очень хорошо поговорили, я так понял, поэтому я прошу так, более сдержанно вести себя по отношению друг к другу. Подписывайтесь. Очень хороший контент, очень хороший канал антитеррор ЧРИ. Вот он тут мне пишет, можете посмотреть у него. И ЧРИ 2. Не ЧРИ 1, а просто ЧРИ. Так, господа, я перемотаю, извиняюсь. Сенатор Аслан, жечь чучело Ленина будем? Сенатор ты уже давно что-то жечь хочешь. По-моему, у тебя что-то не в порядке. Да пускай лежит, пускай, это их Ленин, нам он, какая нам разница, что с ним они сделают. Инфо, ассаламу алейкум, ассалам, когда купишь нормальную камеру нормальную, когда говорю. Да нормальная у меня камера, ребят, это самое, отличная камера, 720 разрешения. Вы вот там, когда YouTube смотрите, есть плохое изображение, там есть вверху 3 точки, нажимаете эти 3 точки, и он показывает разрешение. Вот сейчас у меня тут на другом стоит 480. Сейчас я поставил 720. Это максимальное разрешение. И есть еще HD. Вот очень хорошо показывает. Так. Так, Рэмбо у нас идет подстилаться. Так. Джахар Дудаев, убедительная просьба, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Залина Гзалина, салам алейкум. Алейкум салам. Так, Аслан, я слышал, в Чечне во время войны рядом с садиком школу убивали солдат федеральных сил. Кто приходил водку взять в обмен тушенку, чтобы они бомбили там, вот так и стравливают нас. Что, зависло, да, ребят? У меня зависло. Зависло? Напишите, ребят. Нет, не зависло. У меня почему-то зависло. Ну, хорошо, хоть у вас не зависло. Тогда дальше будет. Нет, все заработало. Так, все отлично, все хорошо. Так вот, я хотел бы еще затронуть одну тему. По поводу вот сбитого Боинга, да, тоже очень хорошая новость поступила, но она не до конца хорошая.
Террорист Гиркин по кличке Стрелков и еще трое людей, один из них гражданин Украины, признаны виновными, ну, обозначены как виновными, и вот дело переходит в суд, да, и однозначно будет суд по этому делу. Дело, конечно, очень хорошо, но я бы хотел бы напомнить всем людям, которые трусливо избегают называть фамилию главного виновника этого дела. В первую очередь, конечно же, это министр обороны Российской Федерации Шойгу, Сергей Шойгу. Это бандит и преступник. Это человек, который в 1999 году, возглавляя МЧС, занимался сокрытием преступления против граждан России, когда были взорваны дома в Москве, Буйнакске, Волгодонске. И он лично приезжал в Москве на место взрыва и лично координировал, контролировал ситуацию для сокрытия террористических актов, проведенных Путиным и ФСБ по приказу Путина и Ельцина. Да, не будем забывать, что Ельцин тоже к этому причастен. И вот не названа фамилия Шойгу, не названа фамилия Путина. И почему нельзя было Бук взять с России и повезти его в Украину и без разрешения, без санкций министра обороны и я уверен абсолютно президента, вернее царя Шарикова. Поэтому я считаю, что в этом плане, конечно же, недоработали. И это обернется еще большим горем. Обязательно обернется. Вот эти закручивания гаек, то, что происходит, там, спонсором терроризма признают, нигде принимать не будут, там, мы подаем уголовный суд Гааги, да, будут расследования начинаться, мы этого добьемся, да, Алмула. И при всем при этом, они об этом не говорят. И значит, будут еще. Значит, те будут принимать ответные меры. И Путин убьет всех русских. Весь мир он уничтожит только, чтобы сохранить свою шкуру. Поэтому очень печально, что не назвали фамилию. Это такой детский сад. Гиркин. Кто такой Гиркин вообще? Кто такой бич? Вообще вонючий. Который вообще из себя ноль представляет. Да? Такой псих, вообще фанат, псих просто, психически нездоровый человек. Он сидит и рассказывает, я там расстреливал людей по закону, принятом там, в 1941 году, по приказу Сталина, там, по какому-то. Бред просто. Сидит и на голубом глазу рассказывает, как он людей расстреливал. Открыто. И знаете почему? Потому что он в Чечне их расстреливал. Потому что он в Чечне убивал, ему за это ничего не было. Они герои. Понимаете? Это как Гудков старший, который радуется, что их будут бить не кадыровцы. Вот, для них это не люди. Украинцы для них не люди. Так, вернулись. Вернулись, завис, вернулась. А ну скажи. Отвисли. Ну все, поехали дальше. Короче, я не знаю, что вы услышали, я говорил про Гиркина и про сбитый Боинг, который вот этот ноль, полный ноль Гиркин назван виновным. Не назван ни Шойгу, не назван ни Путин. Печально, печально. Но я думаю, будет еще на нашей улице праздник. И вот я бы хотел бы затронуть еще одну тему, да, дорогие мои друзья, по поводу тоже хорошая новость. Хорошие новости у нас. Я вас буду радовать только хорошими новостями. Хватит, чеченцы. Плохих новостей у нас было много. Теперь у нас будут только хорошие новости. Нас впереди живет супер хорошее время. Да, Мула. Так вот, я хотел бы поговорить о том, что Аюб Тетиев, который получил 4 года вышел по условно-досрочному освобождению, отсидев
сколько, 1,5 года, что ли, он отсидел, да, по-моему, 1,5 года он отсидел, 2,5 года ему еще сидеть, ну, условно-досрочно, его освободили. Что с этим сказать? Во-первых, Аюб, дал Эзербаля вал хуйло, дал Диканс биркам вал ахеган долqa, он дел рейс хуйл Аюб, тхуик хоуш дон, ахулил доха он сагат дон, дел шиду ходука визу. Абсолютно полностью тебя все поддерживаем, любим, уважаем. Ты молодец, ты стойкий парень, ты показываешь нам пример, как надо стойко стоять, держаться. Аллах, рейс хуйлон, дейл рейс хуйлон. Беш болва, твоя работа, она бесценна, ты огромные сил приложил, ты достойно держался, что я, в принципе, и не сомневался. И ты, когда вышел, отлично выглядишь. Я не сказал бы, что тебе 60 лет. И, ну, просто супер все. Дал Эзербаля валь хуйль. Держись, туауна уастидук ущунте Аюб, дал Аллах. Аюб Титиев незаконно были осуждены, ему подбросили наркотики. Человек, который никогда не курил, не пил, ему подбросили наркотики, эти террористы путинские, и его осудили. Но вышел, слава Богу, я бы тебе советовал, конечно же, уехать из Чеченской Республики. Я бы вообще советовал уехать из России, если надумаешь, и я тебе всячески помогу, что смогу, сделаю, дал Аллах. И советую тебе, конечно же, уехать, да, переждать это время. Нам такие люди тут нужны. Приезжай, будем заниматься правами человека здесь с тобой вместе. У нас здесь права очень нарушены. Так что даже если просто приедешь, просто будешь жить, тоже хорошо. Просто главное, чтобы ты был в безопасности. Так. Ну, хороший звук. Все, солдат надо. Это пишет этот. Уберите этого, Кадыров 95. Давайте я его сам. Это я дохом, отцел. И название щин. Ицер, да, с дохом. Так, солдат НАТО. Аслан, после деоккупации Чирии у нас будет военно-экономические промышленные контакты, договора с Украиной и с Грузией. Слышь, олень, я тебе вопрос задал, говорит, Ингушетия, Ингуш. Это ты кому тут? Это он кому обращается? Тут давайте без оленей, без оскорблений и так далее. Так, солдат НАТО. Аслам, после деоккупации Чирии у нас будет военно-экономический, промышленный и так далее контакт и договора с Украиной и с Грузией. Конечно же будут, конечно же. И не только с ними будут, со всем миром будут, со всеми, в том числе и с Россией, конечно. Конечно, це проблема. А как иначе? Так, Априм, давно тебя не было, Априм. Аслам, если у человека есть возможность приехать на марш на несколько дней, то это тоже возможно. Что им нужно взять с собой на марш? Что стоит заранее обдумать? Да, конечно же, можно пройти даже 1 километр, даже если не на несколько дней, там, да, 1 километр пройти вместе, и, конечно же, будет очень нормально. Первое, мы должны, когда будет объявлена дата, мы все должны собраться в Страсбурге, приехать, кто может, да, побольше людей должно собраться в Страсбурге перед началом этого марша. Потом группа, какая хочет, и мы двинемся. Все вместе, то есть потихоньку, кто где хочет, может отходить, уставшие, кому на работу надо, у кого другие дела есть, те могут там расходиться потихонечку. Конечно же, можно 1 день, 2 дня, 3 дня, все 30 дней, да, кто сколько сможет, кто сколько выдержит, конечно же, это нужно делать. Что для этого нужно? Ну, я тоже думал об этом, я сейчас еще не готов точно вам все сказать, но в первую очередь, конечно же, нужен рюкзак, хорошая обувь, кроссовки, да, если нам долго идти, штаны там какие-нибудь, чтобы побольше карманов было, да, там, например, коврик какой-нибудь, да, чтобы можно было и помолиться, и подстелить его, чтобы если ты спать ляжешь, там, да, что еще, вода, если в дороге идешь, деньги, не обязательно, что еще, ну,
Вот, в принципе, вот такого плана должны быть все вот наши, ну, что, как в поход идешь, вот так, в принципе, да, ну, с разницей лишь в том, что а, с разницей лишь в том, что у тебя есть магазины, да, доступные, где-то ты можешь где-то доехать, и тебе могут привезти есть, да, нас, наверное, будут помогать. Потом нужны автомобили, то есть на машине одна, две, три, пять, 10 машин. Люди должны вот прийти, чтобы с машинами были. Так как вещи надо везти, например, да, кому-то плохо может стать, да, куда-то надо быстро отъехать, в скорую поехать, еще приехать. Сами понимаете, Сайтамин, взрослый человек, там, дорога, солнце, все что угодно может быть. Непредвиденные случаи, чрезвычайные какие-нибудь происшествия могут быть. Все это может быть. Потом где-то надо будет там искупаться, допустим, да, тоже, опять же, нужны средства, да, там, если в гостиницу зайти, там, еще куда-нибудь. Еду даже, если 10-20 человек будут идти, там, на этих людей еду покупать надо. Также люди могут сами еду там подвозить, допустим, но только это свои должны быть, проверенные, да, которые там не принесут нам яда, да, потому что это русским, ну, КГБшникам, да, Путиным, это очень не надо. Это самое большое зло для них. Просто чтобы вы понимали. Другого зла для них не существует, кроме вот этого уголовного суда в Гааге. Вот они этого очень сильно боятся. Поэтому вот такого плана надо подготовиться. Вот так вот. Так, поехали дальше. Степной волк. Аслан, можно ли пойти добровольцем служить в НАТО? Я не знаю. Я не знаю. Добровольцем нет, ты, наверное, должен. От страны, наверное. Страна школы. Как такой армии НАТО нет. Есть каждая страна выделяет своих солдат. И там выделяет деньги, да, бюджет пополняется. Так. Руслан Волков. Потакание таким преступникам, как Путин, стараясь его увести от наказания в МУС, только поощряет его в совершении новых, как это было в Чечне, в Грузии, Украине. Нужен общий суд над преступлением за все преступления России. Да, конечно, я согласен. Надо объединять свои усилия. Также я обращаюсь к украинцам, обращаюсь к грузинам. Конечно, обязательно. Надо. Ты, как всегда, Руслан Волков прав. Не знаю, кто ты, но ты всегда очень хорошо говоришь, советуешь. Мне это тоже очень важно. Ваши дельные, нужные советы, они всегда бывают очень полезны. Потому что я развиваюсь вместе с вами. Так, так, давайте я перемотаю. Если что, пишите еще. Аслан, бань этих прачных фанатиков. У нас цель создать не просто республику, а великую страну Чарии. Я уже стал от этих фраз, этот кафир, тот мушрик, все, кто начинал так, сидит рядом с КР, устал от вас. Да, не все, конечно, сидят, много людей погибло, не будем обобщать, но некоторые здесь, в Европе, которые воевали, сражались, но кафир это неверные, мы воюем не с религиями, да, мы воевали, начинали воевать, потом это приобрело такие формы, и не без помощи, да, спецслужб России, когда основные наши лидеры погибли, появилось, что вот мы как бы там религиозная война. Нет, мы ведем национально-освободительную войну, где все религии могут жить. Мы не воюем со всем миром, христианским миром. Христианский мир это вообще размытое понятие. Или там с другими верами. Ни в коем случае. Мы любим, уважаем всех людей на земле. И мы хотим только свое. Мы даже против русских ничего не имеем. Мы имеем только вот против имперцев, которые против нашей страны. Вот против кого.
Да, про провокаторов, вот я вижу, солдат, ты написал, да, конечно, их надо банить к чертовой бабушке. И ты прав в том, что многие, вот кто там призывали к джихадам, там даже далеко ходить не надо. Тот, кто призывал джихад, он и есть этот Кадыров. Первое лицо он и был. Джихад там и там, священную войну, там туда-сюда. Конечно, это наш джихад, но мы не воюем против всех на свете. Кингом Шульц. А правда, что Ахмед Кадыров стал первым космонавтом Чечни? Да, слухи такие ходят. Да, говорят, первый космонавт. Не знаю, долетел ли до космоса. Так, сенатор я мусульманский легионер. Сжигал и буду сжигать русизм. Сенатор, ты уже достал своим огнем. Стрелок, я, говорит, за кусок американского сала продались в Асан. У тебя вид нехороший. А типа твоего вида вообще нет, понимаешь? Твоего вида вообще не существует. За кусок сала. Так, обидеть, короче, захотела. Камиль Инков. Салам алейкум, брат Аслан. Ты красавчик. Ва алейкум салам, Камиль. Спасибо. Да, я такой. Шучу, конечно. Ваталенд, Ренат Грубляк. Грузины красавчики, поставили на место оккупантов. Да, грузины молодцы. Я не сомневаюсь в грузинах. Грузины красавчики. Ай, я чуть случайно кого-то не заблокировал. Потом мне бы это не простили. Так, я держусь ислама, мне тут пишет, Аслан, держись ислама, а не демократии. Я держусь ислама. А вот ты чуть-чуть почитал бы книжки и знал бы, что такое демократия. Демократос, узнай для начала, что такое. Это власть народа. А ты мне хочешь Аль-Багдади, да, чтобы у меня не было выбора, а были Аль-Багдади. Поэтому когда подучишься, я тебя разблокирую. Надоели вы уже. Ассаламу алейкум, Асан. А кто по национальности царь Шариков? Ходят слухи, что он калмык, а по специальности штази. Нет, ну, русский, алейкум салам, Виктор Полок. Я, ну, русский, русские что же, они же не все, как Гитлер арийцев там, да, называл великие арийцы, голубоглазые, двухметровые. Да, немцы высокие, голубоглазые, светловолосые, ну, хотя и черноволосые, полным-полно, огромное количество. Но сам, что Геббельс, что Путин, что этот Путин, тот же самый, что Гитлер, ну они какого вида были? Никакого там арийского вида, внешности у них не было. Поэтому точно так же Шариков, он же этот, ну, есть и есть. А какая разница на самом деле, кто он по национальности? Он себя позиционирует русским. А какая кровь? У Сурков, папа чеченец. Ну какой он чеченец? Никакой он не чеченец. Соловьев, например, да, ведущий пропагандон, еврей, да, себя там иудейство там показывает, там в стене плача. Ну какой он еврей? Это обычный ГБшная подстилка. Нет. Не только у нас бывает, да, и мы даже чеченцы, который мама, папа чеченец, если он что-то плохо делает, он там не чеченец, он казак, он дагестанец, он это, там, что угодно мы на него говорим, от себя очистить. А если он оказывается там какой-нибудь там еврей, или там в каком-то колене, или просто у него фамилия такая, или еще там что-то, мы сразу там, вот он еврей, он тут русский, не имеет значения. Есть русский мир, имперский русский мир КГБшников. И вот это и есть враги человечества. Так что вот такие вот дела. А так, по поводу вот про калмыков я могу сказать. Я калмыков знаю. И у меня в жизни был только положительный опыт от этих людей. Именно про калмыков, если говорить. Вот такое. Я в жизни со всеми народами, национальностями общался, и
у меня о калмыках самые хорошие впечатления. Хотя, конечно же, как и у нас, у них тоже, наверное, есть. Но я не встречал плохих людей, плохие люди. Вольфтир, я самый вылитый ичкерийц и поддерживаю Аслана. Модер, скажи им, пожалуйста, почему ты меня забанил? Я не знаю, почему тебя забанил. За что тебя забанили? Я тебя не банил. Вот с этим ником я тебя не банил. Друзья, модераторы, а то сейчас я модераторов банить начну. Путлер капут, путилони. Да-да-да, и мне уже сказали, спонсор Аслан, исправь слово. Да-да, мне уже сказали в начале эфира, я закончу и обязательно, конечно же, исправлю. Так, Аслан, может ли начаться, Степной Волк, может ли начаться военный конфликт между США и Ираном? Кадыров как раз в этом году участвовал в форуме в Аравии и про подрыве бункера с нефтью на Персидском заливе. И что может сделать Корея? Корея ничего не может сделать. Корея может убивать чеченцев и охранять Путина. Вот его задача. Все тут забанены, потом у Тумсо жалуются. Да, да, да. Так, Эдуард Мамедов, салам Асам. Большая просьба тебе, обратись к украинцам, осудить наемника Бабчика. Он воевал по найму в Чечне, пусть они его осудят. Он сейчас спрятался в Киеве. Салам, Эдуард. Да я уже много раз об этом говорил, еще раз обращаюсь, конечно же, этот человек является преступником, но раз он осознал и говорит, на нем крови на чеченской нет, то его как бы, ну как бы я так вижу, что он очень против сейчас России выступает. Конечно, я до конца ему не доверяю, но не знаю, не знаю. Не могу, короче, ничего сказать по этому поводу. Сейчас он по программе защиты свидетелей спрятан, как мы знаем, на него там готовилось покушение, и его сейчас охраняет СБУ. Поэтому, ну, мое мнение, что это преступник, который должен отвечать, конечно, за содеянное. Так, Жора Майер. Калмыки во время войны очень нас поддерживали. Был зеленый свет для чеченцев. Ну, я никогда проблем у меня не было. Я немного ездил, конечно, на машине домой. Но когда ездил, с калмыками у меня проблем не возникало. Ну, я когда учился, у меня были друзья калмыки, ну, они себя просто отлично зарекомендовали. Вот благодаря им у меня сложилось со всех калмыков очень хорошие отношения. И вот то, что ты говоришь, это подтверждает, что это отличный народ, отличные люди. Белых шурбовцев в эфире. Эльмурзаев, Эльмурз, Аслан, дай задать тебе вопрос. Да задай уже. Аслан, в чем смысл твоей деятельности? Ведь люди все равно это все не поймут. Поймут, не поймут, нормально, у нас все нормально. Деятельность, деоккупация моей страны, у меня там написано на канале, и привлечение к ответственности военных преступников. Путлер Капут Путолини. Аслан, как ты считаешь, жизнь загнивающей в Европе, любить с Россию и Путина, это патриотизм? Да, да, да. Так, поехали дальше. Атаман Империал 2018. Аслан, антитеррор выйдет когда-нибудь в прямой эфир? Спроси, пожалуйста. Спросил, антитеррор, выйдешь когда-нибудь? Аслан, ты сообщение на почте не читаешь, Ислам Ардаш? Ну, если честно, я уже несколько дней не читал. Так я, конечно, читаю. Я просто в эти дни, у нас тут депортация готовилась, я тут занимался кое-какими делами и не заглядывал, если честно. Вчера я пришел поздно, вырубился, прям упал и умер. Так, антитеррор Череви 2 ответил. Конечно, выйдет скоро на эфир. Сенатора, я видел этих калмыков, они грабители, они верные друзья Кремля и разбойники. Ну, может, ты про ментов говоришь каких-нибудь, которые на дороге тебя грабили. Ну, у других другой опыт.
Так. Так, да, точно. Время закончилось, мне говорит солдат НАТО. Да, я думаю, на этой положительной ноте мы должны закончить наш эфир. В принципе, я все, что хотел, вам сказал. Россия спонсор терроризма скоро будет. Сбитый Боинг над Украиной, привлекаются виновные к ответственности, хоть и не до конца, как мы хотели. Потом пеший марш я озвучил. Грузинскую революцию я озвучил. Аюба Титиева я тоже озвучил. То, что, в принципе, я готовился. Я, в принципе, все, что хотел, вам сказал. И на ваши вопросы ответил. Поэтому на этом, я считаю, можно прекращать. Всем спасибо. Было приятно отвечать на ваши вопросы. Приятно было постараться донести свое видение до вас. И я надеюсь, в понедельник, да, Алмула, мы 9 часов по Берлину, 10 часов по Москве, да, Алмула, увидимся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем спасибо, до свидания.